Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Начинаю сегодня отчет. Несколько слов об эпидемиологии. В республике лабораторно подтверждено 1352 случая заболевания коронавирусом. Прирост за минувшие сутки составил 30 человек. Всего под медицинским наблюдением в республике 1609 человек, выздоровело 704 человека. Сегодня замечательный праздник, сегодня день защиты детей, поддержки семей. И, конечно, в этот день мы, взрослые, еще раз должны понимать, что нам дано счастье воспитывать, любить детей, но и нести за них, конечно, большую ответственность, за их сегодняшнее счастливое детство и дальнейшую судьбу. Вот сегодня, конечно, непростые условия и вообще в стране, и в республике, но, тем не менее, мы уделяем очень большое внимание поддержке семей с детьми. Вот с 1 июня в республике начались выплаты семьям, в которых дети от 3 до 16 лет. И сегодня вот уже мы выплатили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей 98 900 детям. Также в июне, на месяц раньше запланированного срока, начнется предоставление ежемесячных денежных выплат для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это семьи с низкими доходами. В республике на вот эти выплаты составят 6845 рублей на каждого ребенка. Как обычно, с 1 июня традиционно начинается летняя оздоровительная кампания. Но в этом году я уже объявлял, что она начнется чуть позже. Надеемся, что с 1 июля. И мы, тем не менее, подготовились как можно больше оздоровить в этом году детей. Ну и хочу сказать, что в этом году бесплатные путевки в лагеря будут предоставлены детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренным детям, детям-сиротам и детям, находящимся под опекой. Также бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, расположенные на территории республики, получат 552 ребенка. Это дети медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с ковидом. Я сегодня встретился с коллективом территориального центра медицины катастроф Республики Коми, обсудили очень много вопросов, была такая хорошая беседа, встреча. Действительно, очень много тонкостей, нюансов, которые не совсем, может быть, четко прочитываются в постановлениях. Поэтому, тем не менее, вот я сразу хочу сказать, что я и сегодня сказал, и мы так делаем, мы трактуем любое постановление в пользу именно работника, в пользу медицинского работника, в пользу водителя, дезинфектора, в общем, всех, кто сегодня работает над тем, чтобы победить ковид. И сегодня мы договорились о том, что сформируем рабочую группу, куда войдут представители центра, профсоюзов, в том числе независимых профсоюзов, с тем, чтобы отработать все сложные ситуации, где трактовка неоднозначная. Как я уже сказал, трактовать будем и обязательно в пользу работников, в пользу сотрудников территориального центра. Сегодня я также встретился с временно исполняющим обязанности директора Коми научного центра Алексеем Викторовичем Самариным. Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, использования богатого научно-образовательного потенциала центра для республики, для ее дальнейшего развития. Ну и хочу сказать, что для меня по жизни очень много занимает времени работа с научным сообществом. Мне эта тема очень нравится. Я, в общем, часто и по прежней работе встречался с учеными. И сейчас я обязательно в ближайшее время тоже побываю в Коми научном центре и встречусь с сотрудниками этого очень богатого на традиции научного центра. Сегодня наша страна отмечает еще один праздник, это День Северного флота России. Ну, Северный флот – это один из самых молодых, но один из самых мощных оперативно-стратегических объединений военно-морского флота России. Ежегодно
около 400 призывников, наших ребят из Республики Коми, уходят служить на Северный флот. Они достойно выполняют боевые задачи, получают очень хорошие отзывы от командиров. И я сегодня поздравляю всех, кто служил, кто служит и кто будет служить на Северном флоте, защищая наши морские рубежи нашей страны. Конечно, пожелать вам крепкого здоровья, успехов и вот, каждый раз, уходя в поход, возвращаться из похода без потерь. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это все новости. Еще раз напоминаю, что мы должны заботиться друг о друге, беречь, поэтому, выходя на улицу, в общественные места, пожалуйста, не забывайте о средствах защиты. Всего вам самого доброго, до завтра. Будьте здоровы.